Около 10 лет назад на этой небольшой улице новостроек вывесили первые таблички с ее названием. На окраине Сыктывкара появилась улица имени Василия Александровича Молодцова. Многим известно, он ученый, лингвист, создатель молодцовицы, первого официального алфавита в истории коми-письменности. Но что за личностью был Василий Молодцов, знают немногие. Родился Василий Молодцов в деревне Тентюково Усть-Сысольского уезда. Сейчас это улица Тентюковская города Сыктывкара. В метрической записи значится дата 20 декабря 1885 года по старому стилю. В семье его родителей было 4 детей, 2 сына и 2 дочери. Родители Александр Алексеевич и Надежда Андреевна были православными мещанами. Были они из бедняцкой семьи мещанина, который имел свой надел, но вот на год тех запасов хлеба им не хватало. Они были вынуждены работать на Усть-Сысольской, купцов Комлиных, Суворовых. Отец подрабатывал извозом. Летом, как сестра писала в воспоминаниях, дети собирали ягоды, грибы и, как они сами пишут, за гроши были вынуждены продавать тем же купцам собранное, и чтобы как-то прокормиться. Где Василий Молодцов получил начальное образование, доподлинно неизвестно. По мнению исследователей, он закончил 2-классную школу в Усть-Сысольске. Она открылась через 2 года после его рождения, а затем уездное училище. В 1903 году поступил в Тотемскую учительскую семинарию. После окончания учебного заведения он учительствует в деревне Парч на Верхней Вычегде. Здесь он отработал год учителем и заведующим начальным училищем. Затем он поступает в Санкт-Петербургский учительский институт и заканчивает его в 1914 году. 3 года с небольшим перерывом на военную службу Василий Молодцов живет в селе Ношуль, работает в Высшем Алексеевском начальном училище. В Ношульской школе какое-то время он заведовал библиотекой. Ему давались поручения оборудовать физический, например, кабинет, по географии карту разместить и так дальше. Вообще высшее начальное училище в Ношуле давало очень хорошие знания детям, потому что педагоги прибывали все с высшим образованием, на тот период прогрессивные люди. А работая в Ношульском училище, Василий Александрович преподавал разные предметы. Тогда учителя были универсалы. Он не только устный русский язык, например, преподавал, но и физику, геометрию, рисование. И даже анализировал, каким должен быть физрук. В Ношульской школе физруком был отставной унтер-офицер. Но Молодцов считал, что с детьми заниматься физкультурой должен человек, который обладает знаниями и психологической подготовки, и физиологического развития ребенка. Что это не просто так сходил там строевым шагом, потренировался, а нужно заниматься и гимнастикой с детьми, и понимать, в каком масштабе, да, с какими нагрузками. То есть он очень серьезно подходил к обучению детей, не только своих предметов. Обучение в училище велось на русском языке. Дети из коми-семей недостаточно хорошо им владели, поэтому образование давалось нелегко. В Ношульском училище даже был поставлен вопрос об увеличении уроков русского языка. Со всеми этими проблемами столкнулся и Молодцов. По мнению Василия Александровича, учиться по некоторым учебникам учащимся было достаточно трудно. И он предлагал заменить их на другие. Он ходатайствовал заменить учебники по физике, географии и истории. Ношульское училище испытывает настойчивую нужду в отмене названных учебников с характерными для них отвлеченностью, трудностью, обширностью, с заменой более краткими, с конкретным содержанием учебниками. Я бы желал ввести по истории Туруевича, приспособленный для западных иногородцев, по географии учебник Блоха в переработке Нечаева все части, и по физике учебник Баранова. На несколько месяцев 2 раза Василия Молодцова отправляли для службы в царскую армию.
Но из-за порока сердца оба раза освобождали от службы. И он снова возвращался и продолжал работать в Ношуле. Денежное вознаграждение было небольшим. В одном из заявлений заведующему Молодцов акцентирует внимание на том, что он поставлен в тяжелые материальные условия. Позвольте, ваше высокопреподобие, указать на одно обстоятельство личного характера, которое неблагоприятно сказалось на моем здоровье. Получая жалование в размере 77 рублей 60 копеек в месяц, я за последние 3 месяца в среднем до 60 рублей в месяц отсылал жене, имея таким образом на собственное содержание по 17 рублей в месяц. Думаю, что по указанным причинам по настоящее время я иногда с трудом прохожу 1/4 версты между моей квартирой и училищем расстояния. Он был женат на Марии Ивановне. Супруга его также разделяла и профессиональное поприще. Она также знала преподавательскую работу, училась на петроградских курсах, женских курсах, но не закончила, опять же, в силу сложного материального положения. 4 сентября 1917 года за Василием Молодцовым закрепляют уроки в разных классах по разным предметам. Всего 20 уроков. Но 15 сентября педсовет перераспределяет уроки Василия Молодцова между другими педагогами. Причина – Василий Молодцов спешно отбывает в Яринск. По проверкам инспектора народных училищ видно, что сложно детям давалось чтение, особенно наизусть стихотворений, потому что надо было сначала язык знать, а потом уже еще выучить, да, и красиво это прочитать. Поэтому ему это все было очень знакомо, и есть такое предположение, что, наверное, работая в Ношуле, Василий Александрович уже задумался о том, что нужно создавать свою коми-письменность, переводить на коми-язык и преподавать на коми-языке. И хорошо, что у него нашлись сторонники, он переехал из Ношуля, он бы в Ношуле ничего не сделал. Понятно, что это хорошее село, но все-таки это было далеко от центра. Вопросы коми-языкознания были тогда почти не разработаны. Молодцов хорошо знал нужды школы в коми-крае и из практики представлял, что нужно сделать для ее переустройства. Некоторые считали, что коми-язык нужно оставить только как средство общения для сельского населения. Молодцову приходилось спорить и отстаивать свою точку зрения о необходимости создания национальной коми-школы. Летом 1918 года Василий Александрович сделал громогласное заявление и представил свой новый алфавит. Это событие стало знаменательным в жизни коми-народа. После революции 1917 года, конечно, жизнь была очень бурная, активная. Были очень активные люди, среди них один из самых, наверное, активных, интересных людей – это Василий Александрович Молодцов. По коми его звали Сандроващи. Учителя собрались в Яринском уезде, и тогда он впервые сказал об этом, что есть такой алфавит. Ну и далее, для утверждения этого алфавита он уже выступил на съезде, опять же, учителей в августе 18 года. Конечно, и дискуссий, и каких-то непониманий было много, потому что не все сразу восприняли этот алфавит и не хотели вводить даже в школу. А Василий Александрович же был за то, чтобы и в коми-школах, особенно в начальных классах, обучение шло бы на коми-языке. Сложно сказать, когда он составил этот алфавит. Вероятно, алфавит не появился за один день. Мы можем только выдвигать гипотезы по этому поводу. Но он впервые создал алфавит, на котором стали писать и коми-зыряне, и коми-пермяки в то время. Алфавит Молодцова состоял из 33 букв, ровно столько фонем в коми-языке. Стройная система разработанной им графики достаточно точно передавала фонетический строй коми-языка. И в этом было ее несомненное достоинство.
На совещании учителей Яринского и Усть-Цысольского уездов в Усть-Цвыми в 1918 году этот алфавит был одобрен. Unjuk šupasiste podulaše roč kirilica была. 21 букву Молодцов позаимствовал из кириллицы. Буквы «Д», «И», «Й» он позаимствовал из латинского алфавита. Буква «Э» пришла из немецкого. И еще 9 букв Молодцов придумал сам. Мягкость согласных он обозначал буквами с хвостиком вверх. Думаю, он изучал другие алфавиты во время учебы в Петербурге. Скажем, в латышском мягкость тоже подобным образом обозначается. Принцип тот же. Африкаты Молодцов тоже сделал с закорючками, но вниз. По сути, сейчас мы обозначаем мягкость двумя знаками и африкаты «дж», «дж» двумя знаками. А он эти звуки обозначал одним знаком. То есть его алфавит был экономным. В венгерском тоже есть мягкие звуки, но они обозначаются двумя буквами. Добавляется эпсилон. Вообще, африкаты есть не во многих языках. В немецком африкаты обозначаются 4 буквами, а Молодцов ее обозначал одной. Его алфавит был хорошо продуман. Именитый коми-ученый, современник Василия Молодцова Василий Ильич Лыткин позже в газете «Удж» труд написал, что Молодцов за несколько лет до революции составил зырянский шрифт по последнему слову науки, советуясь со знатоками филологии и каллиграфии, изучая язык народа коми, тогда никому не нужный. Летом 1918 года Василий Александрович закончил разработку коми-грамматики. Осенью этого же года Молодцов уехал на работу в Усть-Цысольск, в Центр просветительской работы в коми-крае. Там написал первый букварь для коми-школ. Поскольку напечатать не было возможности, первую книгу для чтения, вероятно, сам Василий Молодцов со своими сестрами и с супругой несколько раз переписали и направили в рукописном варианте в школы. Надо еще сказать и о том, что Василий Александрович Молодцов стал основателем коми-книжного издательства. Ему уже самому хотелось, чтобы коми-книги выходили, чтобы они издавались, потому что он сам написал свою первую книгу «Лыдичный величан», учебник для чтения на русском языке, если перевести, до 2020 года. И эта книга уже пошла в рукописном варианте во многие школы. Они переписывали, отправляли в школы. И Василий Александрович, конечно же, понимал, что нужно создавать издательство. И вот в декабре 2020 года, опять же, его стараниями, его усилиями, было создано коми-книжное издательство. В прошлом году, в декабре месяце, мы уже в нашем музее отметили столетие коми-книжного издательства, представили те первые книги, которые были написаны, составлены Молодцовым. В 1920 году издательство получило официальный статус. Литературно-издательский подотдел «Зырян» отдела Наркомнаца России. Заказ на изготовление молодцовского шрифта отлили в Петрограде. Шрифт в Усть-Цысольск прибыл зимой 1920 года. После открытия коми-издательства на серой оберточной бумаге были отпечатаны первые издания на молодцовском алфавите. Это был первый букварь «Лыдичный величан. Наука читать». Он вышел тиражом в 7 тысяч экземпляров. Вышла также первая книга для чтения под символичным названием «Шонды Югар» – «Луч солнца». Усть-Цысольский отдел народного образования принял решение о введении преподавания коми-языка в школах. В Яринске были открыты первые курсы подготовки учителей для коми-школ. Нужны были учебники, методическая и художественная литература. По инициативе Василия Молодцова уисполком организовал комиссию по сбору литературы для школ коми-народа. В уездном отделе народного образования была выделена комната небольшая для того, чтобы члены коми-комиссии могли собираться, могли обсуждать свои произведения, свои созданные труды в те времена и учебники, скорее всего, и пособия для коми-школ.
И активными членами этой комиссии стали такие писатели, как Иона Чистолюб, как Николай Павлович Попов, или как его звали Жугель, псевдоним у него был, сам Василий Александрович Молодцов. Затем стал туда заходить очень часто и Виктор Алексеевич Савин. И вот так сложилась эта комиссия, и об этом Василий Ильич Людкин сказал, что это была первая организация коми-писателей, что это была первая ячейка по созданию коми-литературы. Tabokšaņ, kurš neslas šupas jāstas, aslas диалект под у нас был Отувья. Своим алфавитом он создал основу для литературного языка. В школах начали изучать единую грамматику. Но вместе с тем ученикам и людям нужна была литература. Молодцов начал писать тексты для учебной литературы. Многие писатели тогда взялись за перо. Начала появляться высокая литература. Это было время становления коми-литературы. На основе собранных во время педагогической деятельности материалов Молодцов подготовил грамматику для коми-языка. В 1921 году вышел первый учебник для коми-языка, для коми-школ «Коми-грамматика Туйпичкадыш». Учебник составлен в форме вопросов и ответов. Книгу он посвятил своей супруге и помощнику Марии Ивановне. В 30-е годы XX века молодцовским шрифтом печатались все коми-книги, газеты и журналы. Кстати, до нашего времени сохранился даже географический глобус с надписями на молодцовском алфавите. Экспонат хранится в музее села Туискерос Усть-Вымского района. Единственный в нашей республике коми, который написан на коми-языке. Издание Центра издата Москва. Выполнено Госкарт-институтом Ленинград, пряжка 5. Главлит. Тираж 500 экземпляров. Выджет океан. Большой океан. Ну, это, естественно, Тихий океан, да? Войеасарич. Войеасарич – это Северный Ледовитый океан. Но Сарич – это море, это не океан, а вот такое название было. Есть даже название нашей республики, Коми-республики. Правда, их всего 4. Это Эжва, Сыктывдинкар, вот так назывался город Сыктывкар до 30-х годов. Визин, это Визинга, и Печера, река Печора. Вот 4 названия. В 1919 году Молодцов покинул коми-край. В последующие годы не раз возвращался на родину и вновь уезжал. В Вологду, Москву, Нарьян-Мар. Василий Молодцов серьезно занимался научной деятельностью. Вообще Молодцов шагающий был ученый. Он не останавливался на достигнутом и изучал не только коми-язык, он и ненецкий изучал, он и удмуртский изучал, на венгерском читал, понимал, как он писал в своих анкетах. В списке своих трудов он пишет о том, что он начал работу над разработкой общего такого финно-угорского алфавита, то есть алфавита для ряда финно-угорских народов, хотел обобщить. Но как выглядели эти наработки и конечный результат, источников тоже не сохранилось. То есть только вот между строк мы читаем из списка его трудов, которые он сам упоминает. Делал пометки на полях. Такое было, у меня сложилось ощущение, что он все время накапливал материал, чтобы как-то оставить, что ли, для истории, как он боролся за науку, как он внедрял ее, и как его коллеги, филологи, ученые отзывались о его научных трудах. В течение всего периода функционирования алфавита шли бурные дискуссии. Одни горячо поддерживали его, другие выступали против. В 1929 году на коми-лингвистической конференции в Усть-Сысольске молодцовский алфавит подвергся острой критике за то, что якобы препятствовал в силу своего своеобразия сближению коми с другими народами.
Из истории развития языка мы знаем, что в 30-е годы молодцовский алфавит ушел на недолгое время из обихода, перешли на латинизированный алфавит. Но все же в школах преподавали на этом молодцовском алфавите, потому что думается, и мы все понимаем, что латинизированный алфавит очень был непонятен людям, сложный людям. Я могу сказать из своей жизни. В детстве я видела, как мой отец до сих пор в конце 50-х, 60-е годы пользовался молодцовским алфавитом, то есть писал он этим алфавитом. И я даже как-то к нему подошла, потому что еще тогда ребенком не понимала, почему ты, папа, пишешь с ошибками, потому что у Молодцова же были свои буквы, и он так и писал. Но он говорит, я не пишу с ошибками, мы так и учили в школе. То есть жизнь вообще-то этого молодцовского алфавита была не короткой. Но период латинской письменности в истории комязыка длился всего 4 года, с 1932 по 1936. Тогда улицы Коми автономной области действительно украшали вывески с латинскими буквами. Дети в школе учили новый алфавит, на нем издавались книги и журналы. Но потом все снова перевели на молодцовский. Перевод языков малых народов на латиницу – это была политика партии, будем так говорить, сталинская реформа, поскольку многие языки вообще своей письменности не имели. После революции большевики дали право развиваться малым народам. За период перевода языков малых народов на латиницу и до отмены латинского шрифта до 1939 года более 20 языков поменяли свой алфавит дважды, а 13 языков, в числе которых комязык, свой алфавит трижды. В 1939-м Василия Александровича Молодцова арестовали, осудили за национал-шовинизм и отправили в заключение в местечко Верхний Чов под Сыктывкаром. Его обвиняли в том, что он был участником создания организации националистической «Коми-Котор». Он действительно был на учредительном собрании этой организации вместе с Сидоровым. Много людей в этой организации было, до 50 человек, как подается в материалах дела. И, конечно, многие из представителей этой организации были в свое время обвинены в тех же национально-буржуазных действиях против советской власти и репрессированы. И ему вменили в вину его научные труды, которые направлены на развитие науки. А потом, когда уже реабилитировали, в решении суда было сказано, что ошибочность взглядов не является преступлением. 2 свидетелей остались живы, они изменили показания, и он был реабилитирован, как и многие другие. А в лагере он встретился с теми людьми, с которыми он, в общем-то, общался и по своей профессиональной деятельности, например, с Вениамином Тимофеевичем Чисталевым. Умер Василий Александрович Молодцов в лагере в 1940-м, лишь на год пережив замену своего алфавита новым нынешним шрифтом. Ему было 54 года. Это тоже из дела. Во время допросов Василий Александрович сообщал, что он был знаком с Петеримом Александровичем Сорокиным в Петрограде, когда Сорокин учился на черняевских курсах, и они встречались на квартире сэра Зиновьева. Вот тогда он понимал, что есть разные партии, разные взгляды, но сам активной политической деятельности Молодцов не вел. То есть у него, видимо, ум был настроен на научную исследовательскую стезю. Но, тем не менее, есть информация о том, что когда он был в Тотьме, он распространял эсеровскую литературу, листовки. К слову сказать, о коммунистической партии он вступал в партию большевиков Молодцов, но потом по идейным соображениям оттуда вышел и больше не вступал. То есть он так и указывал в своих анкетах, не член ВКПБ. То, что с Петеримом Александровичем Сорокиным они были знакомы, ранее эта информация нигде не отслеживалась. Это стало известно из его дела, следственное дело. Во время допроса он об этом сообщил. В 1908 году они в Питере были знакомы. Вообще исторических источников по биографии Василия Александровича сохранилось совсем немного. Особенно о его семье. Материалы о выдающемся коми-ученом по крупицам собирала Елена Бале.
Недавно прошла презентация ее книги о Василии Александровиче Молодцове. Он очень много переезжал, может быть, это был поиск своего места, утверждение своего авторитета. И в то же время он все время отмечает в разные периоды его жизни о сложных материальных условиях. И впроголодь семья жила, он когда-то работал, когда-то имел возможность заработка, когда-то нет. Когда я работала с личным фондом Василия Александровича, очень как-то на эмоциональном уровне мне передавались его записи на полях. Он постоянно как будто пытался в чем-то оправдаться, что-то еще раз сказать, чтобы вот именно вот было так, верьте, было так, а не по-другому. Как будто он все время пытался что-то донести до потомков. Именем Василия Молодцова названа улица в Сыктывкаре. Около одной из школ установлена мемориальная доска. Здание Алексеевского училища в селе Нушуль, в котором работал Василий Александрович, сохранилось до наших дней. После училища здесь располагалась общеобразовательная школа. Здание обветшало, и несколько лет назад его хотели снести, но благодаря меценатам и усилиям неравнодушных ношульцев здание отреставрировали. Мы все там учились, и когда услышали, что вот-вот может появиться такое решение о сносе, мы, конечно, с содроганием между собой разговаривали об этом, и начали думать, что надо что-то делать. Сегодня это здание отнесено к памятникам истории, культуры регионального значения. Мы восстановили сад вокруг школы. Когда-то были высажены тополя, которые растут 100 лет, а мы решили высадить деревья, которые растут 1000 лет. Опять же, при поддержке Александра Ивановича Можигова мы организовали такой сельский сход. Школа звонарей в республике у нас работала неделю с обучающимися по этому проекту, с нашими гостями. Мы высадили 20 дубков и 20 кленов. Василий Молодцов во многом был первым. Профессор Василий Ильич Лыткин писал о своем современнике. Благодаря стараниям Молодцова у коми народа есть коми-алфавит, коми-грамматика, литературный язык, коми-школа и объединение единомыслящих писателей. По воспоминаниям сестры Антонины, над грамматикой коми-языка он продолжал работать вплоть до ареста. В процессе написания книги Елена Бале узнала много нового. Не все факты из жизни Молодцова вошли в книгу о нем. Например, о том, что Василий Александрович написал диссертацию, и на нее есть даже отзыв академика Мещанинова. Но самой диссертации никто не видел. В биографии Василия Александровича по-прежнему много белых пятен и загадок, которые еще предстоит разгадать другим исследователям.